Ассаламу алейкум всем. Доброй ночи. Как я вам обещал, сейчас предлагаю вашему вниманию решение четвертой задачки из областной олимпиады. Это очень интересная задачка, то есть решение уравнений пятой степени. Ребята, в этом задачке коротко я вам объясню про треугольник Паскаля или бином Ньютона, а также исторически я хочу сказать, что треугольник Паскаля на долгих веков до него был изобретен персидским таджикским ученым Умара Хайяма. Это очень четко высказано в книге IB-DP, Mathematics DP, то есть по книге IB для дипломной программе я в своем фейсбуке об этом делал очень хороший рассказ. Надеюсь, в фейсбуке вы найдете меня там под именем Манучех Шахубидинов. Перейдите на мой фейсбук, и там есть очень много интересных рассказов про математики. А еще не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайки, делать комментарии. И еще, конечно же, в конце видеоролика я вложу ссылку на следующую задачку, на пятую из областной олимпиады. Всем приятного просмотра. Оставайтесь с нами. Значит, уважаемые зрители, четвертая задачка по олимпиаде была условие решить данное уравнение, то есть пятой степени. Ну, перед тем, как начать решить уравнение, я немножко вам расскажу, коротко, постараюсь четко и простым языком объяснить про треугольники, что Паскаля. Вот здесь у нас стоит единица, то есть какой-нибудь x, да? Здесь две единицы, то есть x плюс или же наоборот минус y. А здесь 1, 2 и 1, да? Это как? 1 и 1, то есть крайнее значение, а двойку как мы нашли? 2 это сумма этих двух чисел. Вот. Это значит как бы x квадрат плюс 2xy плюс что? Y в квадрате. То есть первое выражение x плюс или же минус наоборот y в первой степени. А второй дает нам, если тут плюс и минус вставим, дает нам x плюс или же наоборот минус, при случае здесь, если минус в квадрате. То есть квадрат суммы или же квадрат разности. Да? Вот четвертая линия, первая, вторая, третья, четвертая линия треугольника Паскаля, коэффициенты как находим? Опять-таки в крайних числах ставим единички, потом тройку как мы находим? Это как бы уже по первому принципу, да? Сумма единицы и двойки. Вот, дает нам тройку. Здесь тоже именно. Вот сумма. А это зачем нам нужен? Это для того, чтобы написать формулу. Давайте я напишу сначала x плюс или же минус. Тройку надо убрать. X плюс или же наоборот минус y в кубе. Как мы раскроем куб суммы или куб что? Разности. Это равен по этим коэффициентам определяем. X в кубе, коэффициент здесь единица. Если плюс, то плюс. Если минус, минус. 3, вот второй коэффициент 3 же, да? 3. Теперь x здесь в третьей степени, здесь умножим на единицу 2, а y наоборот повесим на единицу. Здесь y в степени нулевой, а здесь y в первой степени. Потом
опять-таки плюс или же наоборот минус 3х x в первой степени, теперь y в квадрате наоборот. Да, уменьшили и повысили. Потом плюс что? Здесь только плюс. Здесь плюс или же наоборот минус y в кубе. Для четвертой степени тоже давайте только про плюс и говорим, а то у нас вы перепутаете. Вот эти коэффициенты основные, да, вот потом первое слагаемое самого высшего коэффициента, то есть четвертого коэффициента, потом уменьшится на каждом члене по единице, а наоборот второй переменная повысится на единичку. То есть у нас что получится? X, допустим, плюс y в четвертой степени равен x в четвертой степени плюс 4x в кубе y плюс, давайте напишу здесь, плюс 4x в квадрате y в квадрате плюс, здесь 6, да, плюс опять-таки 4. 4x y в кубе плюс что? Единица y в четвертой степени. А вот пятая степень мы пришли к этому, который нам нужен сейчас. То есть x плюс какой-нибудь y в пятой степени равен чему? Первый коэффициент единица, конечно, да? X в пятой степени. Плюс потом второй коэффициент 5 у нас. 5 x в пятой степени, в самом высшей степени, да? Уменьшим на единицу x в четвертой степени. Потом y увеличим на единицу. Y, то есть степень y, да? Потом плюс, теперь 10. 10x в квадрате, x в третьей степени, y в квадрате, плюс еще 10x в квадрате, y в кубе, плюс 5x, y в четвертой степени, плюс y в какой степени? В пятой. Данная формула теперь нам нужен. Я надеюсь, треугольник Паскаля вы можете по этому же принципу вы можете до бесконечности что продолжить. Это очень легко. Как мы четверку нашли? Вам уже ясно, да? Это сумма от этих двух членов. Вот 6 сумма этих двух. А вот четверка здесь опять-таки сумма этих двух. Вот пятерка, сумма единицы и четверка, да? 10, сумма 4 и 6. А вот здесь тоже 10, 6 и 4. Здесь 5, сумма 4 и единица. Этим очень легко, да? Теперь используем но, ребята, здесь есть одно но. Очень хорошее, очень интересное место, да? Для того, чтобы более легким путем решить данное уравнение. Мы что делаем? Мы напишем эти выражения в скобках в таком виде. Это первый этап. То есть x плюс 1 минус 2 опять-таки дает нам чему? X минус 1, да? В пятой степени плюс x плюс 1 плюс 2 в пятой степени равен 242. А теперь x плюс 1, вот x плюс 1 мы выразим через другое переменное. Пусть этот переменный будет m, да? Вот. У нас тогда что получится? m плюс 2, m минус 2 в пятой степени плюс m плюс 2 в пятой степени равен 242. Здесь тоже в условии уравнения я извиняюсь, я пропустил один множитель, да? Вот здесь тоже x плюс 1 существует. Теперь вместо x плюс 1 мы ставим что m. Дальше мы что делаем? Используем треугольник Паскаля. Когда у нас минус всегда чередующим знаком идет. Сначала плюс, потом минус, плюс, потом минус, плюс, потом в конце что? Минус. Не забудьте этот закон, хорошо?
Теперь m минус 2 в квадрате что нам дает? m в пятой степени. Теперь очередь минуса. Минус 5m в четвертой степени умноженное на 2. Умноженное на 2. Вот вместе y у нас что стоит? Двойка. Теперь плюс в обоих случаях. Да? Значит у нас 10m в кубе 2 в квадрате. Еще минус 10m в квадрате 2 в кубе. Плюс 5m 2 в четвертой степени. Минус, в конце концов, 2 в пятой степени. Плюс, вот этот плюс мы напишем. Теперь раскроем второй скобок. У нас вторые скобки. Что у нас получится? m в пятой степени плюс 5m в четвертой степени умноженное на 2 плюс 10m в третьей степени умноженное на 2 в квадрате плюс 10m в квадрате 2 в кубе плюс 5m 2 в четвертой степени плюс 2 в пятой степени равен все это 242m. Ребята, давайте исключим одинаковые члены с обратными знаками. Да? Значит, у нас m пятой степени, 2m пятой степени. 5m в четвертой степени умножить на 2, 5m в четвертой степени умножить на 2 с обратными знаками их исключим. Вот 2 в квадрате четверка, четверка умножим на 10, 40, 40 и 40 дает нам что? 80m. Продолжим. Значит, вот эти члены исключаем. Значит, у нас 2 в четвертой степени 16, 16 умножим на 5, 80, 80 и 80, 160m. Минус, вот эти две члены тоже исключаются. Давайте переводим данный член на другую сторону равенства с обратным, с минусом знаком 242m. Все это равен нулю. Теперь вынесем... Сначала давайте делаем упрощение. 2m в пятой степени плюс 80m в кубе. Вот здесь. Здесь у нас надо вычесть из 242 160. Это нам дает минус 82m. Равен нулю. Давайте теперь 2m вынесем за скобки. У нас m в четвертой степени останется плюс 40m минус 41 равен нулю. Значит, вот очень легко. Дальше вы можете сами решить. Но я хочу довести до конца начатое дело. Поэтому сначала выровняем m на 0, то есть x плюс 1. Вы помните, да? m мы выразили через m x плюс 1. Равен нулю, x равен минус 1. Мы нашли уже первый корень. Теперь предстоит нам решить биквадратное уравнение. m в четвертой степени 40m в квадрате минус 41 равен нулю. То есть для того, чтобы решить биквадратное уравнение, мы должны опять-таки выразить m в квадрате через какой-нибудь другой переменной, например, t, да? Что у нас дает? t в квадрате плюс 40t минус 41 равен нулю. Отсюда находим дискриминант, который равен 42 в квадрате. Теперь находим t1, который равен минус 41, и t2, который равен единице. А вот, значит, m в квадрат должен равняться минус 41, и m квадрат во втором случае должен равняться единице. Первое, конечно, не имеет реальных
то есть real numbers, то есть в сфере реальных чисел, действительных чисел не имеет решения. Конечно, имеет комплексные решения, но деление об этом речь не идет в курсе математики школьной. А вот второе имеет решение. m равен плюс-минус единица. А наш m, x это x плюс 1. То есть x плюс 1 равен минус единица, или же во втором случае x плюс 1 равен единице. Отсюда находим x минус 2, а отсюда находим x равен 0. То есть наше уравнение имеет три ответа. Это минус 2. Давайте по возрастанию напишу. Хорошо? Потом минус 1. Потом самый большой корень. Это 0. Все. Оставайтесь с нами и следуйте наши следующие видео. Ссылка будет у вас в экране. Всего доброго, всего наилучшего.